ЧГУ имени Ульянова завершилась вторая университетская смена. Федеральный просветительско-образовательный проект для детей из Донецкой и Луганской народных республик. В Чувашии проект проходит на базе Государственного и педагогического университетов. О том, какими событиями были наполнены эти дни, чем запомнилась Чувашия, гостям из Донецкого репортажа Алексея Иванова. Школьники из ДНР и ЛНР провели в Чувашии 10 дней. Культурно-образовательная программа была насыщенной экскурсией в музеях, вузах, производственных предприятиях и даже попробовали освоить чувашский язык. Вот недавно мы посетили урок чувашского языка. Вот, тоже было интересно, правда, немного запомнили, но хоть чуть-чуть. Салам, привет! На протяжении всей смены практически круглосуточно рядом с ребятами находились тьюторы. Они помогали ребятам решать не только организационные вопросы. Ребята очень активные, позитивные. Для них было множество мастер-классов, экскурсий, такие как музей трактора, музей Адриана Григорьевича Николаева. Также они сегодня побывали в Доме правительства. Думаю, им очень понравилось, это запомнилось. Также мы сами тьюторы очень довольны, мы очень рады, что они приехали к нам, мы их встретили и надеемся, что скоро увидимся в нашей Чувашии. В последний день смены 46 детей и 4 педагогов пригласили на встречу с главой Чувашии и организаторами смены в Дом правительства. Школьники поделились своими впечатлениями о проведенном времени и не стеснялись задавать вопросы спикерам на самые разные темы. Каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду главы Чувашии? Какие привилегии для проживания молодежи есть в республике? Как можно стать руководителем региона и многие другие? В мое время элитным считалось попасть на ТОК. На такую работать, это было типа элит. И вот когда я попал работать на ТОК в 7 классе, это был такой у меня успешный кейс достижения успеха. Очень радовался жизни. Ну а потом, видите, жизнь она покатилась. Сегодня работаю руководителем субъекта Российской Федерации. А самое главное, чтобы каждый человек мог реализовывать свое право, которое ему положено по Конституции. Как подчеркнули участники, самое главное, что они отдохнули, сменили обстановку. Некоторые школьники думают в будущем стать студентами чувашских вузов. Проект «Университетские смены» проводит Минобрнауки совместно с Минпросвещения России и Федеральным агентством по делам молодежи. Алексей Иванов, Елизавета Цветкова, Юрий Марков, Республика.